Формирование Аскера Айдар, подконтрольные руководителю телеканала АТР, незаконно ворвались в здание сельхозпредприятия «Чонгар», владелицей которого является 65-летняя Надия Неметулаева. До этого они открыто вымогали 50% от общей прибыли предприятия. Это еще один яркий пример беззакония на Украине, отсутствия какой-либо нравственности у сбежавших на Украину политиков. 13 ноября у Мустафы Джемилева случился день рождения. Человеку, который все это время очень тщательно формировал культ своей личности, было важно ознаменовать свой юбилей чем-то псевдоважным. Так пришлось выдумать непредусмотренную регламентом так называемую конференцию Курултая, на которую из Крыма никто не приехал, за исключением тех единиц, которые до сих пор лично преданы Джемилеву. Единственным решением, которое они удосужились принять, стало бессрочное продление полномочий делегатов Курултая. При этом политические мигранты продолжают жалостливо выпрашивать у Порошенко автономию. И то, что ее до сих пор даже на бумаге не нарисовали, говорит только об одном: крымско-татарский вопрос на Украине – лишь разменная монета. Рустем Сейтамирович, действительно, те совершенно дикие события, которые произошли с сельхозпредприятием «Чонгар», вызвали волну общественного негодования и гнева. Давайте восстановим хронологию событий и, собственно, как развивался этот процесс и что действительно произошло. Процесс развивался, я вам скажу так, с того момента, как Ислямов появился на территории Херсонской области, Генического района. Первое, что они сделали, они захватили гостиницу и разместили там весь свой батальон. Всю эту грядку непонятную, которая абсолютно бесплатно там жила, пользовалась всеми коммуникациями и так далее. Вот вы в сюжете показали, как там символику ломают. Эта символика была снята с нашей гостиницы, там просто были инициалы моего отца, СН, Сейтамира Неметулаева. Также они в свое время по ТР крутили, как они зашли там в номера в гостиницу, срывали там обои, ломали мебель и так далее. Но когда поняли ряд возмущений и наверное, им кто-то надомыслил, что крымским татарам это не понравится, да, они резко начали эти сюжеты везде убирать. Ну что такое Ислямов, да? Ислямов поселился там, понятное дело, у него везде в голове цифры. Все, что он на сегодняшний день делает, это лишь для того, чтобы лично обогащаться. Да? Никаких там, допустим, там, национальных там, идей там, или переживаний за крымско-татарский народ их никогда не было. Что касается вот абсолютно недавних событий, да, но это же вообще ни в какую голову не лезет. Да? Вот мы здесь все присутствуем, крымские татары. Вот вы мне хоть один пример приведите, когда в нашем народе было, что кто-то из наших пришел в чей-то дом, забрал и говорит, это мое. Он начинает диктовать в личном, в твоем в доме и говорит, послушай, ты неправильно там, допустим, ведешь бухгалтерию. Или ты там как-то себе там выдаешь лишний чай в течение суток. Да? Это частное предприятие. Они пытаются позиционировать, что это госпредприятие. Оно не госпредприятие, это ЧП, частное предприятие, в которое на сегодняшний день собственником является Неметулаева Надия. И что самое важное я хотел бы сказать, по стечению обстоятельств, во время референдума она не проживала на территории Республики Крым, она не смогла получить российское гражданство. Да, на тот период мы там в судах пытались там это все оспаривать, делать, но она по-прежнему осталась гражданкой Украины. И вот задается вопрос, а где в этот момент получаются все правозащитники? Да, вот это вот вся грядка, я их по-другому уже назвать не могу, к большому сожалению, да, то есть приходится так выражаться. Тот же Джемилев, тот же Чубаров. Вот великие защитники, где они везде с международных площадок кричат, там крымских татар в Крыму там угнетают, уничтожают. Так они что делают? Они лично сами что делают? Вы же поймите, да, допустим, если они думают, что в Херсонской области, в Геническом районе это нравится крымским татарам, я вам скажу нет. И на их несчастье, что мы здравомыслящие люди, и, допустим, люди были готовы прийти и просто вынести их там. И я не знаю, что там было с Ислямовым, всеми там этими ребятами, да. Но вы же поймите, допустим, звонить моей маме, которую он знает, я вам скажу, с 1997 года. Он неоднократно был у нас в гостях, в свое время я с ним работал, у меня было с ним совместное предприятие «Симсити Автотранс», где у нас было акционерное общество, мы были равноправными собственниками. Пока он мошенническими путями не начал меня с этого предприятия выводить. Это я вам говорю как есть. Он по сей день мне остался должен деньги, чтобы это все понимали.
Но суть не в этом. И вот, допустим, женщине, те, которой 65 лет, ты начинаешь звонить, угрожать. Он же не первый раз к ней приезжал. Он приезжал к ней постоянно, периодически, хотя бы раз в 2 года. Он наведывался и пытался объяснить, что без его покровительства вы здесь существовать не сможете. На что он постоянно, конечно, получал отказ. Последняя его попытка, это был просто тупой звонок и сказал там Надия, вы должны 50% мне платить, чтобы у вас не было проблем. Опять получил отказ, и мы видим, да, то есть ворвались люди в автоматах, в масках. Это они потом для сюжета красиво сняли, что они там без автоматов и без масок, но самое страшное, что на самом деле происходит. Вот когда они такие действия делают со своим же народом, вот все вокруг народы на эти действия смотрят, да, и думают, опа, ребята, а что дальше? Вот если они со своими так поступают, а что завтра будет с нами? Если это кто-то думает, что это пятно, либо проблема это только семьи Немитулаевых, нет, ребят, это проблема всего нашего крымстарского народа. И мы с вами как можно жестче должны выступать против таких действий. Опять же, вы правильно показали сюжет с перевозчиками. Там все крымские татары. Испокон веков. В Новоалексеевке, Геническом районе все проживают крымские татары. На сегодняшний день там порядка 12 тысяч проживают. Они все занимаются перевозками. Опять же появляется Ислямов, Изет Гданов и говорят, ребят, вы здесь работать не будете? Не, вы будете работать. Сначала вы должны платить, получает отказ, и опять начинаются силовые методы. И эти же люди ездят в Крым, да. Тоже, как конечно. девочки, и здесь их никто не Конечно, эти люди ездят сюда в Крым, они возят пассажиров, их никто не трогает, они свободно перемещаются на территории Республики Крым, понимаете? Вот. То есть, вот эти вот все блокады, кому навредили? Навредили в первую очередь нам, крымским татарам. Почему? Потому что основная масса, опять же, там, они все занимаются сельским хозяйством. Все, продукция начала гнить, все начало пропадать. Вот так, по-настоящему просто. 90-е – это типичный рэкет. Вы знаете, я даже не хочу это приравнивать к 90-м. Это можно отнести, наверное, далеко-далеко. Были бандиты. А то, как ведет себя сейчас этот горе-генерал, это вот президент в свое время дал такую вот четкую формулировку людям такого типа. Люди с низкой социальной ответственностью. И я думаю, что придет время, вот люди с низкой социальной ответственностью, как они зарабатывают деньги, с Ленурой Ислямовым будет то же самое. И в этом будут участвовать как люди... Понимаете, вот они даже на гражданской блокаде размещают этот сюжет, они видят, что народ начинает комментировать в обратную сторону, они сразу убирают, блокируют. Да. Понимаете, это самая настоящая подлость и трусость. Если ты мужчина, ты выйди и скажи, какие вопросы, допустим, у тебя есть к моей семье, да? То есть ты выйди, обозначь. А духа же не хватает, понимаете? Вот он направил там всяких там непонятно кого, а сам сидит в сторонке, наблюдает. А на больше все, на больше смелости нету. Ребята, только можно приходить, там, пугать женщину, и все. Зато когда к ним приходят украинские силовики, как это было уже вот год или 2 назад, и мордой в пол всех этих горе-батальоновцев в грязь тыкнули, они это не комментировали. Когда они не дали, их, да, когда их разгоняли, за их пьяные дебоши, просто, скажем так... За их беспредел. За их беспредел гвардия пришла и просто положила их всех в грязь. Они это никак не прокомментировали, никак не ответили, проглотили. Проглотили, потому что вот их сущность. Энвер Ага, собственно, это не единственный пример. На современной Украине просто бушует такая дикость. Нападают и на адвокатов, нападают на коллегию адвокатов, на журналистов, на общественников, на политических деятелей. То есть таких примеров много. Это практика, самая такая распространенная на современной Украине. Насколько соответствует то, что сейчас там происходит, тезисам о том, что Украина – это демократичное правовое государство? Вот извините, перебью, да, Богослав. Вот буквально недавно, вот месяца 2, наверное, назад, если вы видели, я в соцсетях выкладывал, вот в Херсонской области официально были везде развешаны бигборды, где был представлен там наш председатель Сетимир Немитулаев, да, организации Кремль, там Алексей Журавка. И что было написано? Я опять же повторяюсь, наверное, да? Это зрадники, их надо знищить. То есть это предатели, это надо убить. О каком правовом государстве мы вообще говорим? Вот вы сейчас задаете вопрос, там журналисты исчезают, кого-то убивают. Конечно, будут убивать и исчезать, если они официально, не стесняясь, призывают своих граждан, где ты, допустим, встретишь тех людей, которые нам не подходят, это хорошее клеймо они всем поставили, зрадник. Все, надо убить. В каком правовом государстве существует сайт «Миротворец»? Да, это вот риторический вопрос, Энвер Ага. Ну вот основным тезисом, который отвечает понятию
демократического государства с западной модели, это, так сказать, сохранение и выполнение, соблюдение прав человека прежде всего. Ну а к правам человека относятся многие права. Это право на жилище, право на голос, право на социальное обеспечение, право на работу, на жилье и так далее, и так далее. Много таких персональных прав должен иметь каждый человек, который живет в демократическом обществе. Но, как мы видим, значит, ну, о коллективных правах мы вообще пока не говорим, хотя, так сказать, много разговоров на эту тему на Украине велось. Но именно персональные такие права человека, они, как мы видим, не соблюдаются. Они не соблюдаются вообще по Украине. То есть они могут соблюдаться только для тех, которые приняли, так сказать, вот эту вот манеру поведения, приняли внутреннюю политику, которая развивается на Украине, а те, которые как бы, если даже и не сильно возражают, но как бы вот ждут чего-то другого, в отношении них эти права, конечно, не соблюдаются. А те, которые вообще как подают какой-то голос в защиту собственных прав или прав отдельных личностей, они действительно уничтожаются разными путями, ну и для этого много способов на сегодняшний день существует. Что касается крымских татар, ну здесь, как я уже сказал, о коллективных правах вообще речи нет, хотя было много обещаний об автономной республике на Украине и так далее, и так далее. Но если мы вспомним ту пору, когда до 2014 года, ну, именно в Геническом районе, в общем-то, были как-то вот пытались соблюдать и персональные, и коллективные права народа, живущего на этой территории. Я напомню, что там в единственном месте на Украине для крымских татар было, так сказать, решен вопрос о региональном языке, о статусе регионального языка. На сегодняшний день ни этого статуса. Который, опять же, был пролоббирован и сделал тогда главу администрации Нимитулаев Ситумер, да. Значит, на сегодняшний день ничего такого нету, и нету, так сказать, персональных прав, которые, значит, вот как мы уже говорили и в сюжете, и, значит, Рустем об этом, так сказать, все рассказал. Права просто жителя Украины, гражданина Украины, который, так сказать, должен получать все по Конституции этого государства, которое еще не исправлено, значит, это на сегодняшний день не соблюдается. Что касается крымских татар, то крымские татары и их вопрос вообще остается действительно разменной монетой и во внешней, и во внутренней политике Украины. Энвер-аға, Рустем Бей, какие были приняты решения по вот тем событиям, которые произошли с вашим предприятием, с предприятием вашей матери? Я знаю, что очень много людей пришло вас поддержать тогда, и вы приняли определенные решения. Что именно было определено вами? Значит, дело в том, что Крым и вообще юг Украины вместе с Крымом — это достаточно небольшая территория, все друг друга знают так или иначе по телефону. И поэтому информация о тех вот неприятностях, которые там произошли, об этом все сразу узнали и, безусловно, сочувствовали семье Нимитулаевых. Но на самом-то деле это была каплей, которая уже, так сказать, превысила те возмущения, которые были до этого момента. И народ, представители общественных организаций, общественные активисты, нашей организации, общественного совета, они, в общем-то, собрались и решили, что нужно как бы высказаться по этому поводу. Поэтому у нас был такой, ну, я не скажу импровизированный, но, в общем-то, собрание, митинг, на котором высказались люди в отношении всех того беспредела, который там происходит. В результате мы решили, что на этом собрании была принята резолюция, которая осуждает все эти действия. И, в общем-то, было решено, что эту резолюцию от имени общественности, от имени общественных организаций, Общественного совета крымско-татарского народа, эта резолюция будет подана как документ, который характеризует отношение крымско-татарского народа, живущего на своей родине, к тому беспределу, который происходит на Украине в отношении крымских татар. И этот документ будет разослан и в руководство Украины, и в руководство ОБСЕ, будет послан через Министерство иностранных дел Организации Объединенных Наций. Этот документ, он уже готов, и там есть пункты, которые выставляют требования нашего народа. Я думаю, что с этим все согласятся.
что, во-первых, значит, нужно предъявить претензии не только к вот этим вот отщепенцам и бандитам из этих добровольческих организаций, которые отбирают имущество, которые беспредельничают на территории Херсонской области, которые не дают нормально жить народу и которые фактически, в общем-то, работают против своего народа, живущего в Крыму. Но, значит, надо предусмотреть, и это есть в наших требованиях, и, значит, требования к властям Украины с тем, чтобы они, так сказать, обращали на это внимание, и требования к международной общественности, которая должна, в общем-то, увидеть, наконец-то, ну, я думаю, что они все это видят, просто до сегодняшнего дня как-то пытаются это минимизировать, а выставляют претензии России и Крыму в постановлениях Организации Объединенных Наций и так далее. Такие вот требования и осуждения всех этих действий, начиная от боевиков, от бандитов этих вот, и заканчивая руководством Украины, значит, этот документ будет отослан. Знаете, в вот даже ближайшее время. на этом примере видно, что на Украине полный коллапс правоохранительной системы. Потому что... Да какая может быть правоохранительная система, если больше половины населения бегает вооруженно, и этот огнестрел нигде не зарегистрирован, понимаете, да? Конечно. И вот что вот Эльмира сейчас сказала, я дополню просто к высказанному, да, вот самое главное, что людьми общественностью там было принято, да, вот люди, что для себя мы подчеркнули, то есть если они вот этот свой произвол не прекратят по отношению к нашим крымским татарам, да, я думаю, здесь все согласятся, мы тысячами выйдем и, наверное, подойдем вот к границе, да, и объясним, ребята, так нельзя, мы должны сказать раз и навсегда нет, понимаете, на самом деле это предатели крымско-татарского народа, они негативно, еще раз повторюсь, действуют на имидж крымско-татарского народа. Крымский татарский народ всю жизнь жил в правовом поле, и в правовом поле боролся за возвращение на свою историческую родину. Каждый из нас, в нашей семье, выстрадал возвращение к себе домой, в Крым. Да? Как он может вообще поступать с людьми, там, давать какую-то оценку, допустим, я сейчас буду говорить за своего отца, который с 1967 года, это первая крымско-татарская семья, которая вообще приехала в Херсонскую область, Генический район. А знаете, что их не устраивает? Их не устраивает то, что по сей день люди, проживающие там, не только крымские татары, они говорят, вот когда был Сейтумер Нуридинович, у нас был мир, стабильность и согласие межнациональное. Сегодня у нас разруха. Я под каждым словом коллег подпишусь, за исключением единственного пункта. Это люди преступники, бандиты. Да. Преступники и бандиты не имеют национальности. Соответственно, они не работают против крымско-татарского народа. Они не работают на ухудшение имиджа на сегодняшний день. К большому сожалению, Рустам, не все так думают. Ты понимаешь? Ну, они же своими бандитскими действиями ущерб наносят не только крымским татарам, они наносят ущерб гражданам Украины, они наносят ущерб многонациональному народу. Да, вот ты правильно сказал, вот они сейчас, вот, допустим, они не только сейчас татары. Чего они добились? Да, вот предприятие парализовано, а то, что там работало порядка 500 сотрудников, и которые Разные сегодня предприятия, да, разные национальности. Не только крымские. Все это не получение налогов, зарплат и так далее. Вот сколько семей на сегодняшний день лишились вообще работы. И они уже вне национальности. Называть их преступниками, не называть их ни в коем случае в публичной плоскости крымскими татарами. Потому что, идентифицируя мы их как крымскими татарами, мы признаем их национальность. Давайте называть их просто и емко. Преступники. Все. А преступник не имеет ни национальности, ни вероисповедания.